Сейчас выступит партия Исламского возрождения, затем выступит опора. Прошу вас. Уважаемый председатель, дамы и господа, уважаемые делегации. К сожалению, мне придется начинать с одной информации, не очень хорошей, что в данный момент, когда мы присутствуем на этом заседании, делегация Таджикистана, которая, к сожалению, покинула или игнорировала данное мероприятие из-за того, что представители гражданской общественности, участвуя на данном мероприятии, они не только игнорировали, но и начали давить на родственников, участников этого мероприятия. И буквально сейчас мне пришли сообщения о том, что родственники просят участников данного мероприятия срочно покинуть мероприятие, которое направлено враждебно, как они говорят, по отношению к Таджикистану. Я думаю, что для государства, члена ОБСЕ, это недопустимо, тем более в 21 веке. Таким образом, варварским образом расправиться с женщинами, детьми, только из-за того, что их родственники участвуют на каком-то мероприятии в Варшаве или где-либо в другом месте. Что касается вопросов выборов, я не буду повторять то, что было сказано до меня по поводу Таджикистана. Несколько ораторов выступили на эту тему. Но я хочу поднять, на мой взгляд, очень важный момент. Пора уже рассматривать выборы не только как часть права человека, как механизм участия граждан в общественной жизни, но и как фактор стабильности и фактор безопасности, особенно для нашего региона, где отсутствие четких механизмов участия граждан в выборном процессе заставляет многих людей, в частности молодых людей, разочароваться в выборах как механизм для участия в общественной жизни. И таким образом многие из них становятся мишенью для радикальных и экстремистских групп. Наша партия, мы были 15 лет членом в составе парламента, я был 10 лет членом парламента. Как только нашу партию закрыли в 2015 году, и не только закрыли, но и объявили экстремистическим и террористическим, резко пошло вверх или резко усилилась тенденция радикализма и экстремизма в стране. Только из Таджикистана, к сожалению, сейчас в составе различных вооруженных группировок в Сирии, в Ираке участвует более 2000 граждан. Кстати, до закрытия нашей партии Таджикистан всегда славился как страна более-менее стабильная, демократичная в Центральной Азии. И в составе вооруженных радикальных групп было наименьшее количество составов из граждан Таджикистана. Сейчас, к сожалению, мы в этом плане впереди всех государств Центральной Азии. Спасибо большое. Thank you. Я благодарю вас, а сейчас позвольте предоставить слово организации «Опора». Затем выступит комитет избирателей Украины.